Казахстанцев обманом завлекают на работу в Европу и Южную Корею. Появилось много компаний, по трудоустройству которые не несут никаких гарантий. Официальный представитель МИД Айбек Смадьяров на брифинге в ведомстве призвал казахстанцев быть внимательнее при выезде за рубеж на работу. По его словам, в последнее время участились случаи трудовой миграции казахстанцев в Норвегию на сезонную работу. Однако, прибыв на место, очень скоро они оказываются нелегалами. Норвежские правила по оформлению разрешений на сезонную работу достаточно жесткие. Не разрешается прилетать в Норвегию по шенгенской визе, оформленной через посольства других стран ЕС в Казахстане, а затем подавать документы в качестве сезонного рабочего в Норвегии. Такие разрешения и визы для граждан Казахстана выдаются только посольством Норвегии в Москве. Сезонный контракт позволяет работать в Норвегии не более 6 месяцев. По истечении срока требуется покинуть страну, пояснил Смадьяров. В этой связи он призвал граждан быть внимательными при обращении в фирмы, которые предлагают трудоустройство за рубежом, а также заранее изучить правила и законы страны пребывания и ехать на легальной основе. Наши люди доверяют рекламе в интернете. Появилось очень много компаний, которые предлагают услуги по трудоустройству за рубежом, при этом не несут никакой гарантии и обманывают граждан, завлекая их в различные страны, которые потом, не найдя контакта обратной связи с этой компанией, вынуждены обращаться за помощью к посольству. Тогда ситуация уже обострена, он находится уже с проблемой там. Точные цифры полулегально работающих граждан Казахстана в Норвегии неизвестно, но выявляются факты, норвежские власти поставили в известность наше посольство. Аналогичные факты, по его данным, зафиксированы в Южной Корее, Чехии и Англии, куда граждане Казахстана заезжают с туристическими визами и там уже работают нелегально. А те компании, которые их туда завезли, обещают, что все будет хорошо и им оформят документы. Так проходят месяцы. Тем временем его туристическая виза истекает, и он становится нелегальным. Власти той страны при первой возможности, как только зафиксируют факт, депортируют, часто без права въезда в эту страну на определенный срок, предупредил официальный представитель МИД.